Коллеги, добрый день еще раз. Пожалуйста, большая просьба, напоминаю, после того, как героиня там скажет... У нас многих прямые трансляции. Что? На всякий случай, да, я вам говорю, у нас многих прямые трансляции сейчас просто проходят. Да? Да. Я понял. Поэтому за ней не бегайте, хорошо? То есть она отсняли ее, и бегать за ней не надо. Дальше она идет на нас. Спасибо большое. Да. Домой. Вопросы? Да. Продвигаются конкретно. Я не знаю, может, надо, чтобы они прошли. Они когда пройдут, я сяду. Я не замечаю, правильно? Не-не-не, сейчас не буду. Ну, по идее. Сидим, как будто собойщик. Кстати,
Коллеги, готовность номер 1. Ура! Так, большой деталь, давайте. Да, давайте сначала представьте. Но это снять. На традиционной свободной позиции. I didn't expect that. She's coming. О, хоть один шпион там. Вы же цветы подарите взяли? Вальс планировали. Слушайте, это было бы просто эксклюзив. Потом мы с тобой попадем во все новостные ленты. Слушайте, помните эту женщину недавно, которую содержали наши Да, ну поняли, недавно тоже она из США прилетела, я тоже не закупил. Да, тоже концертная. Как вы смотрели женщину. Даже когда она была в да, ты включай телевизор, я тебе дарю. а тут без выхода. Ребят, не переживайте. Ну да, пускай она выйдет сначала. Нужны первые фотографии, не первые кадры. Все, отец ее обнял. В телеграме видела сейчас. Вот она на... Телеграм не да? Да. Уже родила.
Симпатичные ребята из Майами. А посмотри, выходить. Есть на карту. Погрызем. Дай мобилку, глянь. Микрофоны некомпетентны. Ой, Было так прилично. Балкон. А мы в портере, на первом ряду, на полу. Да, и проблема. Значит, раздам белый.
Здравствуйте, Мария. Возвращение вас на родину. Здравствуйте. С возвращением. Спасибо большое. Как перелет? Как самочувствие? Перелет хорошо. Я очень-очень-очень рада вернуться домой. И я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, и помогали и словом, и делом, и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИДу и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали. Они сделали и делали, и делают все, что могли. Спасибо огромное всем общественным организациям, которые поддерживали меня. Ребята, я не сдалась только потому, что я знала, что я просто не имею права. Я просто не могу. Спасибо вам большое. И, знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды уже говорила об этом в одном из моих видео. Знаете, русские не сдаются. Мария, чем займетесь дома? Одну секунду сейчас, одну секунду. Одну секунду, позвольте. Так, ну я с позволения всех зачитаю, приготовил некоторое выступление свое. Значит, уважаемые присутствующие, нашей семье пришлось пережить очень тяжелый период. Он закончился с возвращением на родину нашей дочери. Участие в судьбе гражданки России большого количества государственных, частных, общественных организаций, простых людей давало нам понимание Марии, что мы не останемся одни со своей бедой. Это понимание помогло выдержать это испытание. Я хочу выразить персональную благодарность некоторым из этих организаций, людей. В первую очередь это МИД приложил огромные усилия в борьбе за права гражданки России. Это обеспечило ее поистине отеческой заботой в условиях ее содержания в досудебных учреждениях, в СИЗО так называемых. Это наиболее тяжелый период, когда приходилось испытывать долгие одиночные заключения. Кроме того, наши правозащитные организации, это Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, уполномоченные по правам человека Москалькова Татьяна Николаевна активное участие принимали, высказывали свою гражданскую позицию и защищали как могли Марию. Государственная дума Российской Федерации в лице председателя комитета по международным делам Слуцкого Леонида Эдуардовича, возглавляемый им фонд, Российский фонд мира, помимо моральной поддержки, оказали значительную материальную поддержку. От лица Марии и нашей семьи я благодарю за оказанную материальную помощь и организационную, информационную общественную организацию «Фонд защиты национальных ценностей», возглавляемую членом Общественной палаты Малькевичем Александром Александровичем. Также благодарю общероссийскую общественную организацию Ассоциация юристов России в лице руководителя Груздева Владимира Сергеевича. Мне оказали необходимые консультационные услуги, значительную материальную помощь, сформированную в том числе из личных взносов сотрудников и членов организации. От всей души наша семья, Мария, благодарим и вас, СМИ, освещавшие для всего мира дело Марии, несправедливо преследуемой в США. Персонально хочу выразить благодарность Ионову Александру Викторовичу, который совершенно бескорыстно на протяжении почти 1,5 лет проводил огромную работу по взаимодействию с государственными, частными, общественными организациями, с прессой, с юристами, многими людьми с целью освобождения Марии. Я выражаю благодарность всем простым людям, которые помогли своими денежными вливаниями и пожертвованиями в оплате услуг адвокатов, оказывали огромную моральную поддержку Марии и всей семье.
с особой благодарностью обращаясь к американским адвокатам Марии, Роберту Дрисколу, Альфреду Керри. Они очень ответственно и достойно выполнили свою работу, открыто выступили против явного русофобского характера предъявляемых Марии обвинений, в чем их поддерживают и многие здравомыслящие граждане США. Вот все, что я хотел сказать. Еще раз благодарю вас всех и вашу аудиторию. Я думаю, эта благодарность дойдет до каждого человека, кто интересовался судьбой нашей дочери и гражданки России. Спасибо. Уважаемые коллеги, это был самый короткий в моей долгой жизни брифинговой и пресс-конференции, брифинг-пресс-конференция. На все вопросы Мария ответит после того, как пообщается со всеми. Но это один из самых счастливых брифингов, наверное, в жизни. Спасибо вам огромное. А теперь к семье, которая ждет. Спасибо вам большое. Мария, ребята, пожалуйста. А что там вообще происходит? Ну, давай, коллега. Всегда, пожалуйста. Владимир, а я сына вашего знаю. Гоняли в командировку вместе. Что, Ванька? Закончил? А? Закончил? Ну, я надеюсь, да? Блин, просили не ломиться, я знаю. А? Да, блин, ты что, не знаешь, что ли, коллег наших? Проси не ломиться, ломал.